Здорово. Добро пожаловать. Как доехал? Хорошо. Друзья, сегодня приехали мы в гости к моему другу, к Мирлану. С ним познакомились в экспедиции на острове Бенетта, который стал для меня знаком события в жизни. Думаю, что Кстати, вы и посмотрели для тебя. фильм? Фильм уже в Ютубе у Иркина на канале. Там уже целых 60 тысяч просмотров. Давайте. Уже 60, да? Да. Это круто, да? Присоединяйтесь, кто еще не видел. Пока серия выйдет, там, наверное, уже 70, может 100 будет. Ну, давайте, ребята, активнее. Там. Фильм просто бомба. Про нашу экспедицию на Бенетта. Да, спасибо. А сегодня мы... Мирлану я помогу немножко в съемке замечательного блюда к Никольному дню, да, ты? Да, кстати, у нас будет съемочка немножко этих рецептов. Но самое главное, это встреча двух друзей под хорошую вкусную еду. И баньку ты обещал. Да, все съемочки, это все как бы повод. И мы попаримся, посидим, поговорим, пообщаемся. Давно не встречались, давно не виделись. Мирлан. Этого. Закрепим здоровье. Да, только у нас минералочка. Да, кстати, я в баню так давно хотел, Мирлан, спасибо, что вот. И приятное с полезным совместим. У меня прям организм требует уже. Недели 2, наверное, я в бане не был. А у тебя-то я уже не помню, когда мы месяца 2 назад последний раз грелись, в марте. Сегодня у нас какое число? Сегодня у нас 19 уже. 19 мая. Николин день 22 мая. Вот. Сегодня будет у нас вот здесь вот на Милановской летней кухне кашеварение и баня. Посмотрел одну историю, как топить баню. Обычно же тонкие дровишки мы стелим под низ, потом они разгораются и потом толще, да? Я посмотрел одну историю, это обратно, наоборот, все толстые дровишки снизу ложишь и тоненькие сверху. И получается она сверху вниз горит, и она дольше горит. И получается одна и те же закладка дров, она дает больше тепла, больше энергии. Мирлан венички уже готовит. Ты, кстати, в пакете запаривал их? Я в пакете запаривал, мне этот рецепт, этот метод очень нравится, но почему я перестал пользоваться этим? Потому что мне нравится вот тот чай, который дает дубовый веник. И вот этим чаем, когда поддаешь камни, ты как будто глаза с дубовой рощи. А когда в пакете заваривается, она очень хорошо заваривается, веник. Но, к сожалению, нет такого чая, вот, поддавать уже приходится другими травами, другими эссенциями. Ну, это уже не тот. Будем замачивать в горяченькой воде. Ну, главное, очень баня классная. Расскажи, как ты ее делал, пока тут у нас не сильно жарко. Баню? Да. Баню строил я сам. Да. Мне помогал муж сестренки моей жены. Мы с ним вдвоем все это дело сами строили. Мы когда вот уже отделили, вот эту перегородку поставили, парилку моечную отделили, потом начали из картонки полноценный один к одному макет сделали. Прям здесь отходили, все это делали, вымеряли. И вот это у тебя классная штука. Это внутренняя каменка. Угу. Там у него есть обратный клапан, пар сюда не выходит, а есть там какие-то маленькие дырочки, пар оттуда выходит. Вот сбоку пошел. И вот пар выходит вот оттуда и вот оттуда, у них там 4 дырки. Друзья, вы все это смотрите и удивляетесь, что мы будем делать. Мы будем готовить удивительное блюдо. Как раз к Никольному дню в Республике Саха принято в Никольный день готовить утку. А мы будем утку готовить немножко нетрадиционным рецептом, но зато очень вкусно. Нам надо первым делом опалить тушки. И замешиваем. Рис вот такой тягучий. Прямо так 2 ложки заходят. Такая у нас вот так быстро и непринужденно мы справились с перцами. Такая гамма
Ну, отрезаем его вот так. Ложим. И тут, как у вас получится. У меня примерно так получается всегда. Берем аккуратненько половник. Отправляем. Будем жарить по 2. И чуть-чуть с другой стороны. Нам надо задать скорость такой хрустящей. Морковку крупненько. Возвращаем наших уток. Перцы идут фаршированные. Голубчики наши. Кукуруза тоже все в основном для разнообразия вкусов. Этой воды достаточно будет. Закрываем казан крышкой. У нас экспедиция вот Ну-ка, давай, на карте покажу. Мы 25 апреля вот стартовали в Мурманске. Пошли вот по федералке до Архангельска. Прям вот так шли. Вот здесь вот так выразились. И здесь вот так объехали. Вот в Архангельск шли. Там Мизень, с Мизени в Ому ушли. И вот так все. Все по границе, да? Все Чик. вдоль границы. Вот так. Я с Тикси. Как раз мы встретились, да, на Донецке туда прилетел. я Да? улетел домой, а ребята вот дальше поехали, до сюда доехали, отсюда по федералке, вот Петропавловск-Камчатский. Здесь закончился у нас зимний арктический этап. Сейчас Летний 1 июня вся команда прилетает в Владивосток. Ты тоже? Да. А мы сейчас поедем уже летний этап на УАЗиках. На УАЗиках, на Ниве, с Николаевск на Амуре, потом Комсомольск, Амур. Спускаемся до Хабаровска и все. Дальше вот так по границе тоже. Чисто по границе же, да, стараетесь? Да, вдоль границ будем двигаться. Нет, 20 декабря, где стартовали, там Уже и финишируем. зимой, Да, получается, да? зимой, да. И все заканчивается, да? Да, это получается в один календарный год мы должны вокруг России объехать на колесной технике. Первые, которые это сделают. Так, это у меня карта с подписями именитых путешественников. Вот мы Селецкий, наша команда, Еликова. И уже здесь Эркен Питерский Якут, вот подпись твой. А, я тоже успел, да? Ты не помнишь? Я и забыл, да. Вот, Валера, ты, Николай Саныч, да, вот, Иваныч. Ну, те, что, которые мы на Бенетте дошли. Мирлан, тут музей прикольный, мне нравится. Тут тоже с экспедиции, да? Покажи-ка, где тут. Вот это с Бенетта ты привез, по-моему, да? С Ляховского. Мало. Там же мы с тобой как раз шли, ты нашел его. Да, это... Я через него переступил? Да, помнишь, этот на Малом Ляховском, когда мы остановились в Арктике, не всякая коряга, это не коряга. Это вот бивень мамонта настоящий. Вот она выглядит как коряга, я его часть отшлифовал, чтобы Он было такой же видно, грязный да, был весь. да. Вот, сделал такие эти, как бивень. Да, прикольно. А, Вот, да, да. да, ставлю. Ну, тут мои медали с полюса холода, вот кубок, чемпионы. Ралли полюс холода, это мне ребята на день рождения подарили, это на открытие бани подарили. Тут настоящий автомобильный атлас. Это мой трофей там с ботами линки больше не вырастают. Берцовая кость мамонта, это с экспедиции на Русское Устье на машине. В одну машину мы ездили, и вот челюсть, нижняя челюсть мамонта и вот шейный позвонок мамонта. Это тоже. все там, да? Да, с той экспедиции. Это ты сам нашел все это? Да. Святого Носа, помнишь, если заброшенную военную станцию. А. Ходили же мы с Иванычем. Вот оттуда этот. Ты довез его? Я что-то забыл. уже. Да. Я удивился то, что он у меня вот так приехал, потому что Уже в контейнере был, да? в контейнер когда ложили, я помню, что его так закидали вещами, думал, все уже он разлетится, а вот такой пошел. Ну а посмотрим, что у нас творится. Вау. Красота. Я все время в сторисах вам говорил вот про наш фильм «Кочевники Ледовитого океана». Тайны острова Тумана. «Тайны острова Тумана». Весь фильм он снял.
Там в титрах увидите Игорь Ермаков, Игорь Ермаков, Игорь Ермаков. Представляете, человек одного фильм сделал. Вот такой крутой. Да, и вот Игорь. сегодня спасибо, что позвал меня не только поработать, помочь тебе поснимать, но еще и я просто сейчас с нетерпением жду, когда мы это все начнем кушать. Еще и банька наш ожидает. Ну, наконец мы приступаем к приему этой замечательной пищи, которую Мирлан приготовил. Один. Кто-то снимает, кто-то уже пробу снимает. Да, кто-то снимает пробу, мне вот не терпится. Да, Игорь, я тебя поснимаю. Либо есть, либо, ну, чуть-чуть давай, я так. Давайте. Это... Друзья, смотрите. Утка, добытая Мирланом на охоте недавней. Как раз началась охота в Якутии. Это самая долгожданная пора для всех мужчин, охотников, которые просто ждут ее всю зиму, готовятся. Вот пошла охота на уток, и вот добытая Мирлана руками утка вот сейчас лежит у меня в тарелке. Сам я, конечно, не хожу на охоту, сложно мне на это дело ходить, но покушать всегда, конечно же, приятно. Да что ты, веревка запуталась. Бросай ты. Начнем с этой маленькой ножки. Ну, бульон самое, просто. Ну, бульон, кстати, можно пить, Игорь, и можно мясо туда макать, и все остальное туда макать. Игорь правильно заметил, что охота весенняя на уток — это самое-самое долгожданное событие для всех мужчин в Якутии. Поздравляем всех охотников с началом сезона. Всех с полем, как говорится. И Да. берите на заметку такой рецепт на Николин день. Рецепт отдельно посмотрите у Мирлана на канале, подробно. Я тут кратенько его покажу, наверное, так быстренько. Чук-чук-чук. Да. Ну давайте, всем счастливо и приятного аппетита. Всем, кто сейчас кушает, возможно. Ну и всего самого наилучшего. Прогрелась уже, да, сколько? Сейчас у нас первый пар. Ароматерапия. Подышим немножко эвкалиптом и пихтой. Мирлан очень хорошо вениками умеет парить. Надо парить так, чтобы у человека вкус не заскакивал. Человек должен отдыхать. Это как бы умиротворение. Махталитет. Хотелось бы куда-нибудь разбежаться и в какой-нибудь бассейн плюхнуться. Но, увы, пока еще Мирлан его не поставил. Снега у нас уже нету. Это можно просто встать на свежем воздухе и насладиться закатом. После выхода сразу. Хорошо. Кто придумал баню?